В этом доме мы живем с 1971 года. В 1991 году со сменой строя государственного этот дом был признан ветхим, снят с регистрационного учета с управления ЖКХ. Вот эта одноэтажная часть здания была разобрана до фундамента. Вот о чем свидетельствует вот старая оставшаяся стена, а это мы все вновь восстановили. Вот старинные кирпичи, вот мы его вот восстановили. Вот кирпичи старинные оставались. Вот, самое. Вот у нас маленькая банька. Мы ее поставили тоже в 1996 году, потому что как раз воду провели. Все. Вот. Земельный участок был за нашим домом закреплен 1801 квадратный метр согласно землеустроительного дела. А потом у нас его рейдерские отняли. Подделывать документы по земле, все начали тут команд все втихаря это делать, мы знать ничего не знаем. И когда в 2011 году приехали сюда строить, техник строительный едет, я вот так встала и говорю, не пущу, это наш земельный участок. Дом на улице Максима Горького, 16, один из домов усадьбы мещанина Холмогорова. Это не единственный дом. Деревянный дом с мезонином находился по красной линии улицы Максима Горького. Он был снесен в 2011 году. Ну а этот кирпичный дом постройки начала 20 века имеет примечательные для той эпохи элементы декоративного убранства, которые называются канилюры, то есть высеченные в камне декор. Само это место богато на историю. Например, на месте угловой пятиэтажки располагалась живописная школа братьев Макаровых, известных художников, портретистов, работы которых экспонируются в Пензенской картинной галерее. Ну а на месте вот этой высотки располагался дом купца Николаева, занимавшегося торговлей рыбой. Этот дом также был снесен, он имел шикарное декоративное убранство. Даже не смотрели, что мои оплаты, мои квитанции. В суд подаю судья, и мои исковые заявления не принимают. Подсвечник состоит из 2 свечей. Вот у меня 2 свечи. Если просто так, вот нам мне что-то нужно, чтобы не споткнуться, 1 свечку зажигаем. А когда вот у меня внучка маленькая была, в садик еще сходила, вот, она, бабушка, давай с тобой сказку почитаем. Тогда мы с ней, она, зажигай, бабушка, 2 свечку. Мы будем с тобой сейчас сказку читать. Бабушка зажигает 2 свечку, и мы читаем эту сказку. Ворота сняли и украли. Это я даже не знаю, кто в полицию обратился, естественно, никто искать не стал. А вот когда уж ограду срезали в присутствии полиции, тут я поняла, что и ворот приезжали, снимали у меня, конечно. Это не просто кто-нибудь, какие-нибудь бомжи, а это приезжали представители власти. Нас стали выселять из дома. Подложный документ подложили, вытащили. Старый, изданный был и принятый в 2008 году, а его в 2020 вытащили. А он был такой новенький, как будто было вот только через 20 минут назад подписали.
Тут курятники вот были построены. Красновых была вот здесь вот квартира. Вот к ним лестница на второй этаж. И вот здесь номера с 11 по 13 на втором этаже. Вот. А далее из этого дома 5 тут было жильцов. По фамилии могу вам их назвать. А далее 6 квартир. Кому дали 6-ю, непонятно. Что вам обещали в обмен вот на этот дом? В Заре, где вот все разваливается, вчера построили, оно нынче разваливается, какую-то квартиру 48 в доме номер 107 по улице Новоселов. Что за квартира, понятия не имею. Почему не согласились переезжать туда? Здравствуйте. Мы из своего дома, у нас здесь сейчас 354 квадратных метров. Мы его восстановили, у нас 42%. Это мы для чего же? Я должна для кого? Я для Бернштейна. Что ли это мы дом-то восстанавливаем? Или для администрации нашей, для Чернова. Мало они нахапали. При нем только начали точечную застройку в городе делать. Вы посмотрите, как на безобразие. Вот дом Бернштейн достраивают, у него остановили. В школьном дворе, вот там вообще подойти негде. Пятачок, я не знаю, как они его воткнули, там этот дом. Они даже собирались в школу сносить. Нашему дому 150 лет. Он еще будет 150 лет стоять.